Это древнее здание было обиталищем для призраков. Вокруг него, оказывается, вплоть до наших дней было кладбище, и рядом с ним, по слухам, был закопан клад. Именно оно оказало сильное влияние на мою жизнь и на мое будущее, поскольку это был первый дом моей жизни, который я помню. Нет, я не вампир и не жил в этом здании с самого основания. Поселиться мне там довелось в 80-е годы прошлого тысячелетия. Это одно из старейших зданий в городе. Собор заложен аж в 1708 году. Император Петр I лично дал разрешение на строительство храма. История истории, но жить в этой груди камня было действительно жутко. Собор построен в 1708-1728 году в Якутской крепости. По завершению строительства собор был освящен 23 июля 1728 года. Архитектурно Троицкий собор был оформлен в московском стиле 15 века в виде высокого куба с одним куполом. После революции собор был закрыт. В 1929 году с собора сняли купола, разрушили колокольню и разместили в здании Национальный театр. Здание было перестроено, утеряны некоторые архивные документы. Долгие годы оно стояло заброшенным, пока его не увидел директор Якутского театра эстрады Василий Филиппов. Труппа была без помещения, поэтому за восстановление пустого здания взялись с особым усердием. Там же находился, долгое время работал ресторан «Чароид». На этой фотографии примерно 1920-е годы. А здесь мы видим исторический внешний вид в наши годы до начала реставрации. Сейчас мы видим нынешний вид здания. Большую башню с колокольней снесли. На этом месте сейчас стоит хрущевка. Но очертания здания в принципе узнаваемы. В общем, в советское время Якутский театр оттуда съехал. И временно это здание было пристанищем для работников того же театра. Там было общежитие. Я, как сейчас помню, высоченные потолки и просторные помещения, но там была особенная, мрачная и гнетущая атмосфера. Первые непрерывные воспоминания моей жизни были связаны с этим зданием. Никогда и нигде я не испытывал такого ужаса, когда оставался один. Более того, первые непрерывные воспоминания о детстве начинаются именно отсюда. Фильмы ужасов и страшилки напоминают мне мое детство. Огромное здание, заселенное только частично, здесь реально можно было снимать хорроры. Часто, когда меня оставляли одного, я чувствовал, что воздух наполнен огромным количеством невидимых глазу духов, которые путешествовали по зданию вместе со сквозняками. Поэтому я сидел на диване и никуда не спускался. Я считал, что есть своеобразный договор между людьми и призраками, что диван это только для людей и является неприкосновенной зоной. Когда родители приходили с работы, мне приходилось бежать по небезопасной территории и открывать дверь каждую секунду, опасаясь нападения невидимок. Помню, как в дверном проеме мне установили качели, и качался я туда-сюда. Практически такие же, как на фотографии, только синенькие. Я раскачивался из освещенной квартиры в темный, полный ужаса коридор. Было это приятно и страшно, но при родителях это радовало. А один я не качался. Боялся, что уйдя в темный коридор, я исчезну и вернутся пустые качели. Поэтому одним из моих любимых стихотворений является «Чертовы качели» Федора Сологуба. Прочитала их тогда в журнале «Мурзилка». Однажды у нас в здании был утренник. На втором этаже, который был нежилой. Был там большой зал. Мама меня туда отвела, и я знал, что это была ранее пустая комната. Хоть мне и дали подарок, но я был, честно говоря, в шоке. Мне казалось, что я побывал в потустороннем мире, и вся эта мишура и другие дети это были призраки. На следующий день я сбегал туда и наткнулся только на закрытые двери. Даже через них чувствовалось запустение и холод. Еще я помню, как любил грызть морковку, будто зайчик, и скакал по темному коридору. Там я познакомился с соседом Алешей или Сашей, сейчас я уже не помню. Нашими соседями была чета Адамовых, но они очень быстро оттуда уехали. Была там и одна аномалия. Оказывается, в самый разгар лета мы с отцом проспали 2 суток. Окна у нас выходили на теневую сторону, поэтому в период белых ночей время суток было определить сложно. Просыпались, конечно, но только чтобы сходить в туалет, воды попить и все. Кстати, 10 лет спустя, уже когда мы переехали, мой отец подрабатывал на эксгумации. Оказывается, все окрестности здания были в старых захоронениях, то есть прямо под нашими окнами. Раньше при всех церквях традиционно хоронили людей во дворе. Гробы были гнилые, когда доставали, порой проваливалось дно и рассыпались кости. Их оттуда выгребали, как рассыпавшийся конструктор Лего. Отец говорил, что может оттуда тайком принести череп, но я не согласился. Еще я помню, что на улице был туалет.
И я с ужасом понял, что, возможно, исправлялся на чьи-то кости. Еще говорят, что после гражданской работники театра закопали возле здания настоящие винтовки. Мол, было перевооружение на бутафорский, поэтому боевые винтовки были спрятаны. Так это или нет, уже точно никто не знает, но во всяком случае клад таки не был найден по сей день. А на этой фотографии я спалился, что я вампир. Там видно цифры 1886 год. Шутка, конечно. Помню, был один реально страшный случай. Я однажды летом полез на второй этаж, где никто тогда не жил. Я хотел узнать, что же происходит там в нежилых помещениях. Я тихонько поднялся и подкрался к дверям. Мне казалось, что я слышу какие-то звуки вроде шорохов. Затем произошло что-то страшное. Настолько страшное, что потерял память и, придя в себя, побежал вниз, летя по ступенькам. Дома родителей не было, я побежал к соседке тете Даше. С ее сыном Сашей я дружу до сих пор и рассказал о случившемся. Но я ни в какую не стал говорить, что же случилось со мной в конце. Единственное, что я говорил, наверху кто-то есть. Я был настолько испуган, что прятался под старинной машинкой Зингер. По ночам иногда я там плохо спал. Наступали тревожные состояния. Когда я находился между явью и сном, потел, стонал, мучился, не в силах уснуть. Единственным успокоением была керосиновая лампа, которая, как мне казалось, отпугивала зло. Вообще, жизнь в этом здании мне напоминала жизнь в старинном замке. По ночам было холодно, и меня одевали в ночную рубашку. И еще у нас был обогреватель, который своим присутствием добавлял уют. Был он выполнен в виде камина. Когда он разогревался, он начинал громко трещать, а очаг начинал сверкать ярким пламенем. Его присутствие тоже успокаивало, как и живой огонь. Родители часто были заняты на работе, иногда допоздна, а отец, поскольку был актером, часто уезжал на гастроли. Кроме этого, я еще много времени проводил в самом театре, изучив все его закоулки. Я своими глазами видел все таинства, как создавались декорации, как работали сценомашинисты, звуковики, художники, осветители, переводчики, и как репетировали актеры, как создавались костюмы и накладывался грим. Я видел балерин, слышал оперных певцов и подслушивал за оркестром. Если интересно, то я могу записать отдельную главу о воспоминаниях про театр. Самые жильцы дома и до нас, и после отмечали, что их беспокоили привидения. На лестнице можно было встретить призрак женщины в белом. Говорят, были и всякие голоса, и вообще много кто отмечал невидимое присутствие. Возможно, служение в храме как-то нейтрализовывало раньше аномальную активность, но потом во времена безверия все активизировалось. Кстати, я могу записать отдельно одну легенду, которая связана с этим зданием. Она называется «Призрак оперы». А уехали оттуда мы внезапно. У нас была кое-какая мебель и было мое любимое кресло-качалка, но при переезде мы все оставили. Мать сказала, что у нас все украли, но потом я в запертом гараже увидел наши вещи. Скорее всего, это был театральный реквизит, поэтому мы оставили часть вещей. С нами осталась и часть того сказочного мира, в котором я жил. Переехали мы в деревянный дом на 17-м квартале. Было там весело. Да и в советское время 17-й квартал был тогда не тот, что сейчас, правда, и там у меня были приключения. Однажды я остался один, ко мне пришла соседка, она была старше меня на пару лет, и тут произошло нечто страшное. В воздух сам по себе поднялся графин с водой, и кто-то невидимый начал из него пить. Вода переливалась через край и исчезала прямо в воздухе. Соседка видела то же самое. Мы сильно испугались и начали строить баррикаду из подушек и пуфиков на диване. Я даже осмелился выстрелить в ту сторону из детской машинки-ракетницы. Снаряд был только один, и я тщательно прицелился. Ракета пролетела, не встретив никакого сопротивления. Стрелять было нечем, и мне нужно было идти за снарядом. Подруга отказалась за ним идти, и я быстренько сбегал за ним. И мне было страшно заходить в темную часть комнаты, и я потянулся за ракетой. Мне казалось, что невидимая рука непременно свернет мне шею. Но все обошлось. После удачного второго залпа мы осмелели и выбрались из комнаты. Когда пришли родители, мне никто не поверил. Или поверили, но не подали виду, чтобы меня не пугать. Вот машинка, из которой я стрелял, она была примерно такая. Немногим позже я увидел у других соседей сборники историй про привидения. Читать я научился довольно рано, в 5 лет. Я проглотил эту книгу, и некоторые истории я помню оттуда до сих пор наизусть. Про то, как умер один пожилой человек, и в то время в доме остановились все часы. Про то, как приходил призрак солдата в свою семью и предупредил о своей смерти. И только через несколько дней они узнали, что он действительно был убит на войне.
Я много читал различную литературу про привидения, но про мой случай так ничего и не нашел. Помню, еще отец меня отучил от пугливости. После этого я уже перестал бояться всякой нечисти. Я бегал по темному коридору с криками. Мне казалось, что в его конце живут привидения, и они меня вот-вот схватят. Отец увидел это и заставил меня пройти до конца коридора и обратно. Он меня специально не сопровождал, и ему пришлось приложить немало усилий, чтобы я это сделал. Я дошел до конца коридора и понял, что там нет ничего. С меня как будто слезла пелена страха и фантазий, и я с того дня уже боялся только реальных вещей. Но интерес к мистике у меня до сих пор не угас. После этого мы приехали в центр, в каменное здание возле старого города. Тогда там был зеленый рынок, и для меня начались лихие 90-е. И, кстати, там тоже по этому адресу у меня были кое-какие мистические вещи, но о них я расскажу, наверное, в следующий раз. Всем пока.